вообще немного опоздала, мама начала ругаться, подошла ко мне и как со всей дури ударила. Что ударила? Из-под тишка. Ложкой. Ложкой? Для обуви. Ага. Я разозлился и ушел. Ну, причина в чем была, чтобы мама обиделась? Опоздание. Ты куда опаздываешь? На бокс. Ну зачем ты так опаздываешь на бокс? Да. У тебя нету желания приходить. Причина в чем в твоем опоздании? Причина? Смотри, первая причина – злость мамы. За то, она зачем тебя ударила? За то, что ты опоздал на тренировку, правильно? Опаздываешь. Выходишь из дома с опозданием, правильно? Вот, зачем ты опаздываешь? Я не специально. Ну почему? Просто не заметил время, как летит. Это сколько раз произошло? 2-3 раза? Один раз? Ты один раз опоздал. Это сегодня произошло. Это сегодня произошло. И мама из-за этого разозлилась. Мама чем занимается? Работает. Работает? Вот смотри, Золотой. Твоя мама, у тебя есть папа? Папа нет, да? Смотри, Золотой. А братья, сестры есть? Сестра. Сестра есть, да? Вот смотри, Золотой. Мама платит, чтобы ты посещал бокс, деньги, правильно? Она и... Эй, бар, алсаш батысла. Вот смотри, мама за тебя, Золотой, деньги платит, чтобы ты тренировался. Правильно? Что ты не просто здесь тренировался, а делал тренировку, учился чему-то. Чтобы ты мог постоять за себя в будущем. У тебя же все-таки сестра же растет, правильно? А сестру кто будет оберегать? Тем более, если нету отца. Я. Ну, конечно, ты не я же. А маму кто будет оберегать? Я. Ну, ты же, конечно, да. А чтобы оберегать, ты должен, во-первых, ты должен себя оберечь. Ты должен, ты должен быть сам дерзким, сильным. А чтобы быть сильным, дерзким, ты должен здесь учиться, тренироваться. Ну, конечно, она будет обижаться. Она платит деньги за тебя. Тем более нету дома отца, например, помочь, да? Вот она старается. Вот, чего ты хочешь посещать, она вперед тебя толкает. А вот эти оправдания надо же, оправдания надо же ей. Ну, ты мне показывай результат. Да, показывай результат. Ты должен же думать, у тебя же мать же одна же. Вот мне 36 лет, по-моему. Не 36. Тебе сколько, по-моему? 14. Тебе 14 лет. А мне 36 лет. У меня тоже мама есть, знаешь? Я на маму вот так не смотрю, я никогда дверью не хлопаю за собой. Я домой прихожу, балам. Я маму домой в первую очередь прихожу, я обувь не снимаю, в первую очередь маму целую. А потом обувь снимаю. Мне 36 лет, у меня тоже 3 детей. Представь, балам. Из дома выхожу, обувь не одеваю, сначала маму целую, потом обувь одеваю, потом ухожу. У меня всегда так. Я маму стараюсь никогда не обижать. Эта мама, знаешь, была такая вещь, ее нельзя обижать. Она мама. Так что старайся в будущем, если у тебя хоть капельки уважения со стороны мамы, вот ум, хоть чуть-чуть здесь вот есть, никогда не давай повода, чтобы она на тебя обижалась. Все, вот это была, вот это обувь, вот это вот одежда. Кто тебе? Мама. Ну вот видишь, мама. Ты почему такой красивый такой? Благодаря кому? Мама. Ну вот видишь, я тоже такой. Ты полом. Тоже благодаря маме. Мы же с неба не упали же. А маму обижать нельзя завтра. Мне 36 лет, я маму не обижаю. Я стараюсь ее, у меня не получается, я потому что постоянно в зале же работаю. Иногда не получается ее увидеть. Я стараюсь ее почаще видеть, почаще ее целовать, почаще ее обнимать, почаще хорошие слова говорить, почаще подарки делать. Я всегда стараюсь. Даже дело не в подарке. Ну, если есть возможность, конечно, делай подарки. Дело не в подарках. Дело, знаешь, в отношении к маме. В отношении к ней. Знаешь, только одно слово чего стоит. Это миллион раз лучше любого подарка. Мам, я тебя очень сильно люблю. Мама, благодарю за вас за все. За то, что вы меня родили. За то, что я такой красивый, такой здоровый. Мам, обнять, поцеловать. Знаешь, это весь мир, если ты это сделаешь, если будешь это говорить, такие слова, весь мир упадет к ее ногам. Знаешь, мам? Давай
Просто сегодня, видишь, твоя мама звонила ко мне. Она обижена такая была. Злая такая была. Я сказал, я поговорю с нашим Балашкой, все нормально будет. В этой жизни ты мужчина, ты хозяин этого очага, твоей мамы. И чтобы очаг был теплый, светлый, и это в твоих руках. Ты уже, тебе не 5, не 6 лет. Ты уже взрослый мужчина, понял? Тебе 14 лет. А чтобы в очаге было тепло, светло, это для этого многого не надо. Для этого любовь надо, любовь к маме, любовь к сестре. Завтра к сестру, кто не обижит. Ты что с ним сделаешь? Чтобы ее никто не обижал. Ты должен быть дерзким сам. И чтобы ее никто не обижал, чтобы ты любого должен порвать. Ты брат, маму кто-то обидит, ты должен порвать. Обидит кто-то кого-то рядом, не знаю, близкого человека, ты должен порвать, потому что ты мужчина этого дома. Ты их қорғаушысың, ты оберегатель их. Чтобы мама больше не звонила мне. Хорошо было? Никогда. Сейчас домой пойдешь, скажешь, мама, прости, я утром чуть-чуть, дурак же я, злой был там, не знаю. Никогда не обижайся. Мама даже если будет ругать тебя, даже, не знаю, там, чем она ударила? Ложкой. Ложкой. В твое время, знаешь, меня мама чем била? Вот это вот, есть палка такая вот. Скалка. А? Скалка. Палка вот такая, палка такая. Она быстрее. Бешпармак же готовишь же? Бешпармак катаешь вот так, знаешь, тесто катают. Вот такой, вот такая вот, с такими били. А папа меня вообще убивал в детстве. У него такой камши был. Камши, знаешь, мне как колотил, когда мне 10-11 лет было. Но мы же не разлюбили же их. Мы дальше стали еще больше их любить. Не обижай больше маму, хорошо? Никогда, мама, никогда не обижай маму. Я знаю, бывают такие моменты. Но старайся не... Если даже что-то где-то сорвался, где-то что-то обидел, подойди к ней потом, спустя некоторое время, час, успокойся, пусть она успокоится, и говори всегда, мам, я тебя люблю. Я оправдаю ваши надежды. Ты будешь самый счастливый. Ты самый лучший. Ты будешь только радоваться мной. Всегда так говори. Сейчас пойдешь, да, домой, обнимешь маму, скажешь прости. Хорошо? И на тренировке тренируйся. Хорошо было? Старайся. Если ты даже из тебя не выйдет чемпионом мира, если даже из тебя не выйдет олимпийский чемпион, для себя занимайся. Понял? Я буду ругать. Конечно, я буду. Если бы мне было все равно, я тебя просто внимания даже на тебя не обращал бы. Почему я тебя ругаю? Значит, мне не все равно же, чтобы результат был, чтобы ты менялся. Каждое твое посещение на тренировке, каждое утро, когда ты приходишь, это уже большая победа. А многие ребята же 9 утра никто же не приходит. Ты 7:30 или 8 часов встаешь утро, правильно? Ты встаешь, ты завтракаешь, готовишься, идешь на тренировку. А столько ребят, которые как ты дома лежат. Просто лежат или спят в теплой постели, или там, не знаю, телефон играют или еще что-то. Правильно? Ты уже приходишь в зал, это уже большая победа. Если ты пришел, ты должен пахать здесь. Ты должен тренироваться здесь. Как чемпион, словно ты готовишься на Олимпиаду, как будто это твоя золотая медаль. Вот так, вот тогда будет результат. Понял? Я буду ругать. И с каждым моим руганием ты должен становиться сильнее. Становиться должен лучше. Легких путей никогда нету было. Вот в школе, чтобы 5 взять, надо же учиться. Чтобы результат был, чтобы у тебя мышцы, мускулы, чтобы ты раз-два научился ударить. Что здесь надо делать для этого? Пахать надо, правильно? Вот это же просто так не придешь же. Каждый хороший результат требует какой-то пахоты, какой-то дисциплины. Хорошо, да? Договорились? Маму не будешь обидеть? Точно? Давай. Ты золотой мой. Молодец. Ты не обращай на это. Хорошо? Красавчик ты. Ты красивый, высокий, симпатичный, дерзкий мужчина. Понял? Верь в себя, понял? И тренируйся. И все у тебя будет хорошо. Все, иди.